Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о главном. Уфа вновь стала книжной столицей страны. Республика Башкортостан – самый читающий регион Российской Федерации и флагман литературной нашей страны. Как проходил фестиваль Китап-Байрам, покажем самое главное от начала и до закрытия. Если честно, я первый раз в республике, первый раз в Уфе. И я хочу сказать, что меня прям решительно восхитило то, что здесь происходит, какая-то книжная мекка. Время повышенных рисков. Я играла на площадке и упала с попой. А сейчас как себя чувствуешь? Плохо, у меня болит спина. Каникулы только начались, а среди детей уже есть утонувшие и погибшие на дорогах. Многие попадают в больницы. Как провести период летнего отдыха без травм и угроз для жизни? Спасатели проводят профилактические рейды именно в местах, несанкционированных для купания. Ничего святого. Если, говорит, вы сотрудничать с нами не будете, значит, вы содействуете Украине. Мы можем вызвать вам ФСБ, бригаду, вас арестуют. Напугали меня. Мать погибших участников СВО отдала телефонным мошенникам сумму с 6 нулями. Мы вновь напомним, как обезопасить себя и не потерять все. Если по телефону запрашивают ваши персональные данные, коды из СМС-сообщений, то это повод прекратить разговор. Почти на финише. Сегодня мы чествуем хлеборобов, животноводов, всех работников села, чей труд составляет основу нашей жизни и благополучия. Посевная в районах завершается, стартуют сабантуи. Впрочем, аграриям не до отдыха. Какие задачи ставят перед сельхозпроизводителями? Отдают предпочтение все-таки не просто реализации зерна, а пропускают через животноводство. Сегодня отмечают Международный день защиты детей. С этим праздником жителей региона поздравил глава Башкортостана, который пожелал здоровья и благополучия всем нашим детям и взрослым, которые о них заботятся. В республике проходят различные фестивали и праздники. Малыши получают подарки, смеются, радуются. Но этот день был учрежден для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. В силу возраста они не осознают опасности, которые их окружают, а в летнее время рисков становится больше. Последние недели весны, к сожалению, унесла детские жизни. Подробности далее. На скорости 90 км в час машина ребенка на капоте протащила сколько метров? Метров 50-70. И вот улетела в кювет, ударилась об столб, только там остановилась. Ребенок дальше отлетел. На асфальте еще виднеются следы шин от торможения, а во враге оторванные части авто. 12-летний погибший мальчик только приехал в гости к родным. На велосипеде подросток отправился в магазин, но столкнулся с попутно едущей машиной. Траурный венок теперь как подтверждение для местных, что их опасения были не беспочвены. Никаких лежачих полицейских, тротуара нет, не говоря уже велодорожки. Дорога ведет к магазинам и к школе, поэтому часто на ней можно увидеть бредущих по обочине детей. Отсюда же многие возвращаются вечером с секций. Фанур Фаизов дочь со школы встречает лично. Запретил ребенку идти в одиночку. По утрам, вечером с секцией, утром в школу вынужден я провожать, встречать свою дочку из школы. После смертельной аварии местные жители собрали инициативную группу. Начали сбор подписей. Шамонинцы хотят добиться установки лежачих полицейских, камер и ограничительных знаков. Но проблема в том, что по обе стороны дороги, хоть и стоят дома, проезжая часть не считается населенным пунктом. Раньше это была дорога, ведущая в объезд деревни, но за 15 лет люди заселили и эти земли. Я мама инвалида недееспособного первой группы сына. От его имени я письмо написала в администрацию в марте месяце этого года. ГИБДД обращалась. Тогда мне сказали, что это надо признавать как населенный пункт. Надо в конце улицы ставить знак как населенный пункт. Но раз нет ограничителей, конечно, они правы.
они гоняют. В летние каникулы традиционно возрастает детский травматизм. Это и дорожные происшествия, и падение из окон, трагедии на воде. Так в Нефтекамске уже утонул 14-летний мальчик. Вечером он нырнул с пирса в селе Энергетик и на поверхности воды уже не появился. А в Стерлитамаке трагедию чудом удалось избежать. Спасатели оказались рядом, а вовремя подоспевшие врачи скорой помощи помогли ребенку. Сейчас он находится в больнице. Сотрудники Госкомитета ПЧС проводят профилактические рейды по местам несанкционированного купания. Многие находятся в алкогольном состоянии опьянения. Также, к сожалению, тут присутствует очень много детей, которые купаются без присмотра взрослых. Чем отличается несанкционированное место для купания от санкционированного? На каждом санкционированном месте для купания с 1 июня у нас будут дежурить матросы-спасатели, и дно обследовано водолазными группами. Нагрузка сейчас увеличена и на травматологические отделения детских больниц. Неудачная поездка на велосипедах, самокатах, игры, которые закончились госпитализацией. Я играла на площадке и упала резко с попой. А сейчас как себя чувствуешь? Плохо, у меня болит спина. Первые дни каникул Ульяна проводит в больнице. Неудачно скатилась с горки во дворе. Итог – перелом позвоночника. В этот же день нас госпитализировали в ортопедическое отделение. В этом отделении лежат очень много детей с похожими ситуациями. Кто-то упал с качели, кто-то прыгал неудачно на батутах. Я желаю всем скорейшего выздоровления и быть внимательнее к мере предосторожности наших деток. Пока дети отдыхают, родителям наоборот, стоит быть более бдительными, не оставлять их без присмотра на воде, контролировать свободное время, объяснить, что кататься по проезжей части или вблизи нее опасно. Не разрешайте самостоятельно управлять мототранспортом. Расскажите о правилах пожарной безопасности и дорожного движения. А на окна не лишним будет установить блокираторы. 1 июня – день, когда взрослым стоит задуматься, что они могут сделать для того, чтобы защитить детей. Анастасия Ильчебаева, Виктор Меленков. Итоги недели. Теме детства посвятили и третий день книжной ярмарки «Китап-Байрам». Сегодня на Советской площади состоялось ее закрытие. Яркую точку поставил детский сводный хор Республики Башкортостан. Это самый многочисленный творческий коллектив региона. В его состав входит 600 юных артистов со всей республики. Дети исполнили государственные гимны, а далее была часовая программа под названием «Вечные стройки», посвященная 80-летию Победы. Всего хор спел 17 патриотических композиций. Зрительный зал под открытым небом был переполнен желающими послушать живое исполнение. Среди гостей был и руководитель региона. Каждая песня вызывала шквал аплодисментов. Завтра мы подведем итоги форума. Мне кажется, он состоялся, он очень полезный. Мы делаем, на самом деле, очень доброе, светлое дело, очень нужное дело. И будем продолжать эту работу. Поэтому мы посчитаем за сегодня. Уже более 120 тысяч уже приняли участие. Мы посчитаем где-то порядка, наверное, 200 тысяч человек пройдут. Ну а теперь предлагаю отмотать все на пару дней назад и вспомнить, как проходил международный книжный фестиваль, встречи с мастерами нон-фикшн, поэзии и современного искусства, новые соглашения и звезды российского кино. Более подробно расскажет Даниэль Байков. Очень скромным человеком, это его слова. Я сделал то, что должен был сделать. Для меня это не подвиг, а долг перед Родиной. Именно с таких слов на обложке читателей знакомили с комиксом, посвященному герою России Андрею Григорьеву с позывным «Тута». Его земляки, издатели из Якутии, выпустили иллюстрированный рассказ о подвиге бойца, который в рукопашной схватке одолел солдата ВСУ. Видеозапись того боя была снята камерой, закрепленной на шлеме украинского солдата. Схватку увидел весь мир. Первая презентация комикса прошла в Уфе. ВСУшник был на 2 головы больше. Был чемпионом по рукопашному бою в Европе, подготовленный человек, да? И в рукопашном бою он его одолел. А почему он его одолел? Такой бугая, да? Мы думаем, что он одолел благодаря своим морально-духовным качествам. Советская площадь столицы стала местом притяжения для тысяч читателей.
Гостей третьей международной книжной ярмарки «Китаб-Байрам» приветствовал Ради Хабиров. Мы хотим, чтобы выпускались и творились прекрасные стихи, произведения, поэмы, повести, романы. И мы хотели, чтобы наши дети читали их. Потому что действительно книга – это лучший друг. Книга – это и кладезь знаний, книга – это основа нравственности, книга – это наш путеводитель. Насыщенной была и деловая программа. Ради Хабиров и Сергей Степашин открыли в центре столицы после реконструкции обновленный дом писателей и сад Уфимские липы. Президент Российского книжного союза и руководитель республики подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван дать еще больший толчок к развитию книгочтения и отрасли. К слову, регион в прошлом году получил статус литературного флагмана России. Там, где руководство республики само читает книги, мы с Альфавичем старинные товарищи и друзья, знаю, вот не понаслышке, слава богу, там читает и население. Там успехи в республике. Там мир, добро и благополучие. Всего же на территории Советской площади столицы разместились десятки палаток. Книги на любой вкус. Это и русская, и зарубежная классика, а также национальная литература. Современные уфимские писатели и поэты делились новинками со своими поклонниками, рассказывали о творчестве и вдохновляли тех, кто тоже хочет уметь выражаться с помощью пера и слова. И там надо знать законы, стихосложения, сюжетосложения. И вот этому я стараюсь направлять. Поэт-писатель должен быть всегда идти с народом, должен идти всегда с народом. Потому что поэт должен верить в то, о чем он пишет. Ярмарка объединила более 400 участников. Это представители издательств не только из нашей страны, но и Киргизии, Казахстана, Ирана и Белоруссии. Представлено не 2,5 тонны книг, более чем 1100 в ассортименте наименований. Наша выставка, я считаю, что это лучшая, это региональная выставка, но в России. Сотни экспертов из числа российских издателей обсуждали проблемные вопросы. В последние годы телевидение с интернетом заметно потеснили книги. При этом цены на бумажные издания с каждым днем только растут. Это правда проблема, потому что книги очень сильно подорожали. То ходите в библиотеку, на самом деле там целый кладезь новых книг тоже в том числе есть. Если честно, я первый раз в республике, первый раз в Уфе. И я хочу сказать, что меня прям решительно восхитило то, что здесь происходит, какая-то книжная мекка. Сейчас выставки и ярмарки – это один из каналов продвижения культуры чтения. Поэтому я считаю, что чем больше будет таких мероприятий проходить по России, тем больше люди будут читать, особенно молодые. А детских книжек у вас много. А что же предпочитают читать молодые уфимцы и гости столицы? Сейчас еще Достоевского. Меня интересует подарочные издания «Идиота». Я видела, что московская как раз приехала. Фэнтези, фантастика, романы, классика тоже. Книга «Город Казань», так как очень давно ждала выход русского издания Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Приобрести книгу «48 законов власти. Как стать самым богатым человеком в Вавилоне». Китаб-Байрам – это и площадка, на которой кумиры российских читателей общались и делились своим творчеством, мыслями и мировоззрением. Книги – это прекрасно. То, что вы делаете, это восхитительно. Я совершенно поражена и думаю, что это очень правильно, очень замечательно. Книги – это ведь не только увеличение словарного запаса, это еще какая-то другая культура, это умение разговаривать иначе, это умение выстраивать диалог. На книжной ярмарке прививали любовь к литературе и самых маленьких посетителей. В этом шатре проводят для детей бесплатные мастер-классы. Они своими руками создают, например, вот такие куклы из пряжи, это персонаж Дюймовочка, а еще из воздушного пластилина. Вот эти гномики обитают в книге «Наоборотный мир» уфимской писательницы Гульшат Абдеевой. В течение 3 дней детей радовала и большая команда телеканала «Тамыр». В проекте «Термекей», который снимали в юрте, мог участвовать любой юный житель и гость столицы. Они вместе с телеведущими изучали башкирские национальные костюмы, орнаменты, узоры и не только. У нас для всех желающих проходил квест. Дети искали потерянные пословицы, искали слова, получали призы от нашего телеканала. Также у нас проходили мастер-классы с нашими этномастерами. Цель масштабного фестиваля, который с 2023 года стал уже традиционным, кроется не только в том, чтобы бить рекорды продаж и числа посетителей, но и чтобы напомнить всем. Книга – это прежде всего основной источник знаний и мудрости для людей. Даниил Байков, Артур Хуснудинов. Итоги недели.
К слову, на фестивале Ради Хабиров учредил в регионе День эпоса «Урал-Батыр». Его ежегодно будут отмечать 8 июня. Решение приняли в знак признания литературного произведения в качестве культурного наследия и духовной опоры башкирского народа. Там же на книжной ярмарке передали факсимильную копию эпоса Национальному музею. Текст основан на записи, сделанной 115 лет назад. Рукопись станет экспонатом будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ученые и эксперты приветствуют решение главы республики. Они считают, что в Башкортостане нужно создавать новые современные культурные продукты для популяризации произведений национальной литературы и в целом всей республики, чтобы молодежь могла интересоваться своим богатым прошлым. Я очень рада, потому что уже более серьезное отношение, видимо, будет. Я надеюсь, что, например, гранты на анимацию по Урал-Батыру будут давать уже профессионалам, а не любителям. Да. Вы, наверное, даже знаете, что продажи эпоса Урал-Батыр, текст книги в Вайлдберрисе и в Озоне подскочили в несколько раз в результате прорыва Айола. Потому что, можно сказать, что интерес есть, он возникает, но для того, чтобы этот интерес поддержать, нужно серьезно работать. Стоит отметить, что произведение «Урал-Батыр» популярно и далеко за пределами республики. К примеру, представители из Киргизии уже перевели эпос и намерены издать его на киргизском языке в этом году. К слову, представители из Якутии на книжной ярмарке «Китаб-Байрам» презентовали свою переведенную версию, но уже на якутском, которая пользуется спросом. Это тоже очень воспитывает молодежь, людей. Патриотическое воспитание. За Родину, за свой народ до конца выстоять. На генном уровне у нас сохранилось. Всегда мы готовы защитить свою Родину. Поэтому у башкир это 13 героев России, и у нас 13 героев России. Телефонные мошенники не дремлют, скорее наоборот, стали более избирательны в республике. Мать погибших на СВО военнослужащих лишилась более 2 миллионов рублей. Оформив положенные выплаты, женщина попала в руки аферистов. На фоне стресса, шантажируя, они вынудили перевести средства на подставные счета. Как не стать жертвой черных схем и не попасть на удочку мошенников? Сегодня, кстати, ровно 3 месяца, как начали работать самозапреты на кредиты. Этой возможностью во время подготовки репортажа воспользовалась и моя коллега Алия Альтубаева. Как будто гипнозом каким-то, таким это. Если, говорит, вы сотрудничать с нами не будете, значит, вы содействуете Украине. Мы можем вызвать вам ФСБ, что ли, там надо, бригаду, вас арестуют. Напугали меня. Как мошенникам удалось настолько затуманить разум, что перестала мыслить рационально, пострадавшая не понимает до сих пор. После потери 2 сыновей на СВО восстанавливалась долго и тяжело. Со временем оформила полагающиеся выплаты, тогда и попала в поле зрения аферистов. Сначала они представились сотрудниками сотовой компании и попросили назвать код, поступивший на телефон, чтобы отвязать ненужную сим-карту. Продиктовав его, женщина попала почти на 1 миллион рублей. Все, и повесила трубку, а тут через минуту, даже, наверное, меньше, тут же прям звонят и говорят: вы сейчас назвали код? Я говорю: да, а зачем, почему вы назвали, вам же там написано, чтобы код никому не называть. А я без задней мысли как-то, машинально как-то так. И за ваш этот код взяли кредит. На 980, что ли. Затем с ней связались лжепредставители банка с требованием перевести деньги для погашения долга. Я им переводила на такие небольшие суммы, 50, потом 80, потом 100, 120, потом 30, такими суммами. Об этой истории узнали и представители Народного фронта. Общественники помогают людям не стать жертвами обмана и рассказывают, как распознать мошенников. Народным фронтом разработана платформа «Мышеловка». Люди, которые пострадали от мошенников, могут сообщить на платформе и на своем примере показать случай. И на основе этих анализов
и обращений формируется пакет обращений в прокуратуру, в Банк России и в другие органы, которые должны следить за как раз вот этими ситуациями. Как отмечают специалисты, именно экономически активное население от 35 до 60 лет подвержено риску больше всего. С начала года в МВД по Республике Башкортостан возбуждено более 9,5 тысяч уголовных дел по преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Из них почти 4 тысячи мошенничеств и более 1000 краж с банковских карт. Ущерб превысил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Полиция напоминает гражданам, что мошенники могут представиться кем угодно. При разговоре с незнакомцами проявлять бдительность и осторожность. Если по телефону запрашивают ваши персональные данные, коды из СМС-сообщений, то это повод прекратить разговор. Самые распространенные легенды – это звонки от лжеполицейских с просьбой поймать преступника или история о том, что переводы уходят террористам, а также от лжесотрудников банка с уведомлением о попытке оформления кредита. Для того, чтобы уберечь себя от нежелательных финансовых операций, уже 3 месяца в России работает самозапрет на кредиты. Башкортостан входит в 5 регионов лидеров. Больше 350 тысяч жителей Башкирии уже воспользовались этой услугой. Мошенники представляются госуслугами, сотрудниками МФЦ, горячей линией какого-то ведомства. Я обращаю внимание зрителей на то, что это мошенники. Никто никогда из горячей линии никакого ведомства вам звонить не будет. По закону самозапрет вы ставите сами. Вам не нужна ничья помощь. Подать заявление можно через госуслуги. После оформления появится пометка о запрете. Взять кредит или микрозайм не получится ни самим, ни мошеннику. Запрет не распространяется на ипотеки, автокредиты и кредиты на образование. Отменив ограничения, возможность взять средства появится только через 2 дня. Это нужно для того, чтобы клиент не снял самозапрет под влиянием мошенников. В группе риска пожилые, работающая молодежь и люди с нестабильной психикой. Насторожить должны такие факторы, как давление, ограничения по времени и обещание большой выгоды. Есть такая техника, это техника 3 вопросов. Первый вопрос: откуда у вас мои данные? Второй вопрос: могу ли я перезвонить в ваш отдел? Ну и 3-й вопрос: где официальное уведомление? На неделе в Москве экс-профессор МГУ покончил с собой после того, как его обманули телефонные аферисты. И такие случаи, увы, не редкость. Если уж человек попался на удочку, не стоит накладывать на себя руки, говорят специалисты. Ситуация не безнадежная. Для начала нужно просто успокоиться. Попереживать нужно переживать с пользой, для того, чтобы сделать определенные выводы, использовать эти неприятные ситуации себе во благо. Следует помнить, что аферисты могут представиться кем угодно. Так, молодой мужчина из Стерлитамака отдал лжесотрудникам налоговой службы более 1 миллиона. А в Белорецком районе пенсионер, поверив липовым сотрудникам ФСБ, лишился более 300 тысяч рублей. При разговоре с незнакомцами нужно быть бдительными и не предоставлять личные данные по телефону. Если возникают вопросы, следует напрямую обращаться в соответствующие организации. В первую очередь, наша безопасность в собственных руках. Алия Альтубаева, Азалия Тувалева. Итоги недели. По всей республике к финишу подходит посевная кампания. В некоторых муниципалитетах весенне-полевые работы завершили и дали старт сабантуям. Они уже прошли в 10 районах. Впрочем, праздник – лишь символическая передышка для аграриев и животноводов. В сезон им особо не до отдыха. Только-только отсеялись, уже началась кормозаготовительная кампания. Стратегические направления в отрасли обозначили и на прошедшем итоговом заседании коллегии Минсельхоза России в Москве. О буднях тех, кто трудится на земле, репортаж Руслана Батыргариева. Этот сезон для растениеводов Аургазинского района начался достаточно рано. 1 апреля аграрии уже вышли в поля. Начали с подкормки озимых культур и многолетних трав, а также закрытия влаги. На все эти работы вместе с посевной ушло ровно 2 месяца. И вот сельчане подводят итоги весенне-полевых, традиционно на Сабантуе, отмечая передовиков. Сегодня мы чествуем хлеборобов, животноводов, всех работников села, чей труд составляет основу нашей жизни и благополучия. Все сельскохозяйственные предприятия в установленные агротехнические сроки провели комплекс весенне-полевых работ, заложили прочную основу под будущий урожай. Яровой сев в Аургазинском районе этой весной провели на площади 67 тысяч гектаров. Поработали на оценку отлично, чем не повод для праздника. Очень трудолюбивый народ здесь в Аургазинском районе живет. Это говорит о том, что
очень много были награждены государственными наградами республики, Российской Федерации, района, министерства, ведомств. Сабантуй накануне прошел и в Янауле. Программа праздника «Плуга» по традиции была обширной. Тысячи зрителей собрались на праздничной площадке. Поздравить янаульцев приехал председатель Госсобрания Республики Константин Толкачев. Насыщенной в этот день была спортивная программа. Одним из самых зрелищных состязаний, как всегда, были конные скачки. Сабантуи накануне прошли в 10 районах республики, остальные муниципалитеты региона проведут праздничные мероприятия в июне. К примеру, в Уфимском районе народные гуляния состоятся 7 числа, а в Салаватском 14-го. 21 июня Сабантуи пройдут в Ишимбайском и Гафурийском районах. Сабантуи вообще проходит отлично, эмоции прям вышка, да, супер. Мы играем тут в футбол с командой, уже вышли в финал, надеемся выиграть, забрать турнир. Особенно скачки понравились, очень здорово. Приехала с сестрой, с братишкой. Здесь я вообще впервые. Вообще меня впечатлила конная скачка. Завершив посевную, аграрии могут выдохнуть, но не на полную силу. Летом работы на селе мало не бывает. Сельчане уже приступили к химпрополке зерновых. В одном из хозяйств Кармаскалинского района гербицидами сейчас обрабатывают и поля льна. В этом году мы 1004 гектара лен посеяли. Первый раз у нас в этом году. Вот как раз на данный момент у нас в это поле идет эта химпрополка. Ну, на данный момент еще и основные работы это химпрополка сейчас зерновых. Такие работы ведутся. И подкормка. Сельхозпредприятие «Урожай» первым в республике приступило и к кормозаготовительной кампании. 28 мая аграрии начали закладку сенажа. Задача на одну условную голову крупнорогатого скота заготовить по 30 центнеров кормовых единиц. О том, как влияет рацион на показатели, хорошо знают бураевские животноводы. Но там помимо качества кормов упор еще делают на племенную работу. Благодаря поддержке республики в прошлом году хозяйству удалось приобрести более 120 чистопородных буренок. На молоко всегда есть спрос. У нас наши руководители хозяйств отдают предпочтение все-таки не просто реализации зерна, а пропускают через животноводство, потому что если просто так, если на зерно цены нету, то они понимают, что нужно пропускать через молочный скот, через мясной скот, потому что, опять же говорю, цена есть на молоко, цена субсидируется, тем более еще продукция. За последние 5 лет объемы производства мяса на агропромышленных предприятиях и фермерских хозяйствах республики выросли на 40%, молока на 6,5%. Об этом на неделе рассказал Ради Хабиров, выступая в Москве на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства России. По сравнению с прошлым годом объем финансовой поддержки, который идет по линии правительства Российской Федерации и Минсельхоза России, составил более 4 миллиардов рублей. Годом ранее это было 2,9 миллиардов рублей. Это, безусловно, необходимая поддержка. Все-таки у нас сельское хозяйство требует однозначно государственной поддержки. В республике к 2030 году планируют довести производство молока до 1 миллиона тонн в год. Для этого построят и модернизируют не менее 30 молочных комплексов, 5 из которых введут уже в этом году. Руслан Таргареев, Артур Хуснуддинов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Ну и возвращаясь к теме возможной геологоразведки в Абзелиловском районе, в муниципалитете уже прошло первое заседание наблюдательного совета. Главная тема повестки – реализация инвестпроекта по добыче меди. В следующем репортаже мы подробнее расскажем об итогах встречи. Наша задача объективно, всесторонне, последовательно наблюдать, контролировать деятельность у Салаватского. Прозрачность на всех этапах реализации будущего инвестпроекта от геологоразведки до возможной разработки. Вот главная цель создания наблюдательного совета. По сути, это посредник между предприятием и жителями. И именно в интересах последних должна заключаться его работа. Наблюдательный совет состоит из представителей науки, общественности, неравнодушных граждан. Также есть представители депутатского корпуса. Я думаю, вот такой вот разноплановые люди, имеющие конкретно свой опыт в такой узкой специализации, возможно, но тем не менее, вот, который позволит нам объективно оценить деятельность ООО «Салаватская».
На совещании подробно обсуждались вопросы, связанные с сохранением экологии, животного и растительного мира, а также чистой питьевой воды. Тяжело развеивать слухи, когда люди говорят, что вот там исчезнет вода и так далее, а им объясняют, что в технологическом цехе, например, не предусмотрено вообще сброс технологической воды. Закрытый цикл будет, но люди не верят. Это неверие трудно, так сказать, преодолеть. Именно поэтому в Совете много ученых, которые должны развеять мифы вокруг ситуации. Вот меня, скажем, удивляют некоторые повторяющиеся из раза в раз одни и те же вопросы. Мы профессионалы, мы отвечаем на них сознанием дела. Если Василий Борисович или я говорим, что радиации у вас нет, мы можем это доказать. Значит, привезем радиометры, вы сами посмотрите. А мы работаем только с точки зрения закона. Для нас другой не существует. Абзелиловский район, некогда преимущественно сельскохозяйственный, сегодня не может полагаться только на эту отрасль. Климат не позволяет плавно развиваться, молодых кадров нет, да и крупных сельхозпредприятий тоже. В этом плане появление нового промышленного инвестора позволит исправить ситуацию, став драйвером для развития предпринимательства в целом. Мы можем поставлять конину. Мы хотим развивать сельское хозяйство, но не можем найти сбыт именно конина. Вот тут если столько тысяч людей будут работать, и они будут, 1500 человек, они будут питаться. То есть мы можем поставлять конину, мы можем с натуральными продуктами, как сметана, молоко и другие. Особенность наблюдательного совета, как отмечают сами его участники, сбалансированность в составе как сторонники, так и скептики будущего проекта. Но именно путем диалога и постоянного контроля они должны прийти к золотой середине. Основы горного дела и все эти дисциплины мне знакомы, и по разработке карьеров открытым способом, закрытым, и обслуживание отвалов, это мне знакомо, и я работала и экспертом в этой сфере, поэтому все эти моменты мне известно, я изучала и до сих пор продолжаю изучать. По итогам заседания был принят ряд решений. Инвестор ООО «Салаватская» должен обеспечивать информационную доступность, оказывать всестороннее содействие деятельности наблюдательного совета. Компания должна представить Совету график проведения геолого-разведочных работ на территории района. Живая дискуссия была. Сейчас надо систематизировать это все. Было предложение группами собираться, не все. То есть по лесу, по земле, такие моменты. Ключевой момент – социальная ответственность бизнеса. Инвестор уже сейчас готов обучать за свой счет будущих специалистов. Причем, если запасы не подтвердятся и проект не будет реализован, люди смогут устроиться на другие предприятия недропользователя. И это не все. Принято решение в ремонте школы-интернат в селе Бурангулово, где мы проведем ремонт кровли, фасадов, внутренней отделки, а также оборудование мебелью и техникой. Также мы построим новую спортивную современную площадку в детском лагере «Ирандык». Общая сумма финансирования данных двух мероприятий составит около 70 миллионов рублей. Первое заседание наблюдательного совета прошло продуктивно. Эксперты уже наметили следующие шаги для взаимодействия. Встречи будут проходить на регулярной основе, чтобы процесс вокруг потенциального инвестпроекта был максимально открытым. Штрафы за финансирование экстремизма, новые правила продажи лекарств и въезд в Россию по QR-коду. С 1 июня жителей страны ждет ряд изменений. Каких, расскажет моя коллега Динар Таймасханова. Отныне банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о денежных операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Иначе же кредитное учреждение получит штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Либо работа банка будет остановлена на 3 месяца. Взыскание для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей. Также их могут дисквалифицировать на 2 года. Кроме того, расширены основания внесения компаний и физлиц в специальные списки, в которых фиксируются их связи с экстремизмом.
Попадание на полки просроченных или фальсифицированных лекарств будет блокироваться специальной системой. Кассовые аппараты соединят с платформой, содержащей сведения о медикаментах. При попытке продать препарат автоматически произойдет сверка его статуса в едином реестре. Если выяснится, что лекарство ненадлежащего качества, операция будет мгновенно остановлена. Иностранные граждане по новым правилам должны не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию подать заявление через госуслуги РУ-ID и получить QR-код для предъявления на границе. Для регистрации необходимо создать личный кабинет в приложении, загрузить фото и данные, указать предполагаемые даты пребывания. Нововведение коснется граждан тех государств, с которыми у России действует безвизовый режим, кроме Белоруссии. Также изменения не затронут детей до 6 лет. С 1 июня пользоваться иностранными мессенджерами не смогут сотрудники органов власти, банков и некредитных финансовых организаций, государственных внебюджетных фондов, операторов связи, маркетплейсов. Запрет коснется также владельцев сайтов. Для распространения рекламы с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки и крупных сервисов размещения объявлений. Через мессенджеры допустимо рассылать только такую информацию, которая является общедоступной и продублирована в интернете. Часть семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей. Это связано с ежегодным перерасчетом единого пособия в случае ухудшения финансового положения. Для этого нужно подать заявление повторно. Такая помощь предназначена для родителей и опекунов несовершеннолетних до 17 лет и женщин, которые стоят на учете по беременности не менее 6 недель. Автоматически размер пособия не вырастет, так как основанием для его расчета служит прожиточный минимум. Ну а теперь новость для автомобилистов. С 3 июня дорожники приступят к ремонту моста через реку Уршак вблизи Булгакова на трассе Уфа-Оренбург. Работы будут проводиться в течение 2 месяцев. Движение на этот период ограничат. Активными будут 3 полосы, из которых одна реверсивная. Тем, кто ежедневно пользуется указанным маршрутом по работе, либо планирует посетить Уфу на машине, лучше заранее продумать пути объезда, либо более подходящее время для движения. Мой коллега Артур Шамсудинов детально расскажет, что и как. Готовность к ремонту номер 1. Строительный городок построен, все подготовительные мероприятия проведены. Многие водители в курсе предстоящих работ и уже продумали пути объезда. Через Кабаково можно объезжать. Через Ольховку. И выходишь сразу почти возле Крымскалов, выезжаешь. Ну, будем рассчитывать маршруты, то, что чтобы лучше не особенно, как говорится, в пятницу не ездить, как говорится. Все же выезжают. А в такие дни будни там более-менее, думаю, будет. Ну, Шахшинский мост тоже закрывали. Выдержали же. Сейчас за сутки через мост проезжает около 60 тысяч автомобилей. Избежать затруднения движения не получится, но удастся их минимизировать. Есть 2 варианта объездных маршрутов. Через населенные пункты Дубки, Сихонкина, Ольхова и Макроусова или по участку Зубова, Нижегородка, Саргино, Ингалышево. Можно и напрямую по Р-240. Для водителей будут доступны 3 полосы движения, одна из которых реверсивная. Утром приоритет для въезжающих в город, вечером для выезжающих. Пиковые ситуации ожидаются в промежутках с 8:30 до 10:30 и с 16:30 до 19:00. Работа будет выполняться с закрытием одной стороны мостового сооружения с устройством 3 полос на противоположной стороне. В целях сокращения сроков производства работа на данном сооружении будет вестись круглосуточно. В последний раз мост, построенный 45 лет назад, ремонтировали в 2014 году. Общая протяженность обновляемого участка чуть больше 130 метров. Его должны перекрыть 3 июня, а завершат работы в середине августа. Сроки, в общем-то, небольшие за счет того, что ремонт не капитальный, а плановый. То есть опоры и балки рабочие менять не будут, а только верхний наружный слой, а также бетонные перекрытия и деформационные швы. Ремонт, по словам дорожников, и так проводят в максимально сжатые сроки. Изначально работы планировали начать в мае. Перенос на летнее время позволит минимизировать ситуацию с заторами. В сложные часы пик на участках планируется дежурство госавтоинспекторов. Артур Шамсудинов и Аяз Хабибуллин. Итоги недели. Уфимский район. На этом выпуск завершен. Я желаю вам хорошего дня. До свидания.